Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение, уважаемые телезрители. В адрес нашей телепрограммы продолжают поступать вопросы от телезрителей. Так, Венера из Казани пишет. В магазине продавец-мусульманка сказала, что Коран нельзя трогать грязными руками. Ее разрешается читать только в состоянии омовения, потому что это слова самого Бога. Но эти книги продаются во всех магазинах. Уверен, что не все продавцы за прилавком стоят в состоянии омовения. К тому же Коран и другие книги читают не только мусульмане. И чаще всего продажа мусульманской литературы — это бизнес. Мне кажется, из-за этого теряется сакральность такой литературы и нарушаются мусульманские правила пользования такими книгами. Или они вообще не существуют, их придумали сами продавцы, спрашивает Венера. Спасибо вам, Венера, за этот вопрос. Действительно, все мы ходим в магазины, все мы покупаем ту литературу, которая нас вождает. Поэтому этот вопрос, он наверняка возникает у многих из нас. Те правила, о которых вам сказал продавец и о которых вы спрашиваете в отношении священного Корана, действительно в исламе существуют. Коран — это особая книга в жизни мусульман. Она является центром, осью той религии, которую мы исповедуем. Более того, Коран, он для исламской религии имеет даже большее значение, чем Библия для христиан. И об этом у нас даже была целая программа. Поэтому неудивительно, что в исламе действительно существуют определенные правила уважительного, почтительного отношения к мусульманскому священному писанию. И эти правила питаются любовью мусульман к той книге, которая была им ниспослана. Прежде чем взять в руки священный Коран, действительно необходимо быть в состоянии ритуальной чистоты. Ритуальная чистота необходима для участия в различных видах мусульманского богослужения, в чтении молитв, в том числе и для чтения священного Корана. Эту чистоту необходимо совершить после посещения туалетов, после интимной близости и так далее. То есть в всех тех местах, побывав в такого рода местах, в таких ситуациях, человек, дабы потом очиститься и привести свой внутренний мир к определенной нужной сосредоточенности, прежде чем участвовать в богослужении, он совершает омовение как полное, так и малое, для того, чтобы войти в состояние ритуальной чистоты, необходимое для того, чтобы взять в руки священный Коран. Нельзя, например, с Кораном заходить в грязные места, например, в туалеты. Есть правила, которые предписывают не держать Коран низко к полу, ниже пояса. Коран должен всегда занимать возвышенное место. Если вы окажетесь в домах мусульман, то вы увидите, что экземпляры Корана всегда хранятся на верхних полках книжного шкафа. А наши бабушки, дедушки, они в этом правиле даже были более строги. Всегда, и вы можете заметить, что Коран они часто бережно завернув в ткань, хранили на самом шкафу, дабы подчеркнуть, что Коран занимает самое возвышенное место в нашей жизни. Поэтому действительно такие правила существуют. Но нужно сказать, что это правила касаются арабского текста священного Корана, ибо только арабский текст это и есть оригинал, тот текст, который имеет сакральное значение. И именно арабский текст является необходимым для богослужения. Тот вопрос, который вы задаете, Венера, он касается, скорее всего, переводов священного Корана. А переводы, будучи творением рук человеческих, не имеют того сакрального значения, которое имеет сам текст коранического оригинала. То есть те правила, о которых мы здесь говорим, о которых вы спрашиваете, они распространяются на непосредственно слова Бога, на тот Коран, который был ниспослан. А переводы — это тоже очень важные, нужные книги, но их авторами являются уже не Бог, а являются люди, которые попытались передать смысл прямой Божьей речи. И поэтому мы не можем здесь говорить об их сакральном значении. И когда не мусульмане покупают перевод, то здесь нужно иметь в виду, что в глазах, с точки зрения исламских канонов, перевод не является сакральным текстом. А когда Коран покупают, я имею в виду Коран в оригинале, покупают мусульмане, практикующие мусульмане, то о тех правилах почтительного отношения к священному писанию, которые существуют, они прекрасно знают и наверняка покупают их в магазин, приходя уже с омовением. Конечно, в мусульманском богословии существует дискуссия о тождественности переводов
Корана к самому тексту Корана. Эту дискуссию в значительной степени породил имам Абу Ханифа, который, напомню, является духовным наставником, учителем большинства мусульман в мире, в том числе и российских мусульман, в том числе и татар. Абу Ханифа разрешал при определенных условиях читать Коран не в оригинале во время молитвы, а в переводе на фарси. А поскольку обязательным столпом молитвы является прочтение Корана, то, стало быть, перевод в таком случае приравнивался к тексту самого Корана. И отсюда и шла долгая дискуссия в средневековом мусульманском богословии на эту тему. Но сегодня общепризнанным, единым мнением всех мусульманских богословов, в том числе и последователей имама Абу Ханифа, считается мнение о том, что перевод не приравнивается к священному Корану. И поэтому беспокоиться о нарушении каких-либо правил здесь не стоит. И последнее в вашем вопросе касается того, что продажа мусульманской литературы — это бизнес. В действительности, поверьте, в наши дни продажа мусульманской литературы — это не бизнес. Да, в советские годы, в начале 90-х, когда религиозная литература была редкостью, и на этом можно было заработать какие-то деньги. Я знаю случаи, когда один мусульманин предложил ученому, профессору поменять экземпляр академического перевода Корана, сделанного Крачковским, на целое стадо баранов. То есть эти книги невозможно было найти. Конечно, в тех условиях люди могли на этом заработать. Но поверьте, сейчас литературы так много, информации благодаря интернету так много, что в принципе, если человек хочет зарабатывать деньги, то он найдет массу других возможностей для того, чтобы реализовать свои таланты и достичь своих целей. Люди, которые продают мусульманскую литературу, служат благородному делу, они служат своему народу и своей религии. И поверьте, что вообще на книгах не просто зарабатывать деньги, а тем более на продаже религиозной литературы, которая очень специализирована и обращена достаточно узкому кругу людей. И поэтому и книги, которые продаются, продажа книг не приводит к утрате сакральности текстов. Наоборот, она помогает эту сакральность донести в наши дома, в нашей жизни, для того, чтобы мы тоже строили свою жизнь в соответствии с заповедями Священного Писания, в соответствии с заповедями нашей мусульманской религии. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.